схватили за горло, где уши. Нина Воробьева не может сдержать слез. Аленушку, именно так звали козленка, растерзали собаки. В первый раз они напали еще 2 недели назад. Одного загрызли насмерть, а этого спасти удалось. До этого я ее лечила, вот она вылечила, она уже бегала сама с мамой. Я ее выпустила на пастбище. Теперь женщина боится выпускать стадо на улицу. Местные говорят, вот эти 3 собаки держат в страхе все село. Хозяева живут в городе, животные небольшие, с добрым взглядом. Однако, объединившись в стаю, они не раз нападали и на людей. В церкви шел у меня сын за водой. Вернулся обратно. Там, говорит, собаки кидаются. С просьбой разобраться с одичавшими собаками жители неоднократно обращались в Краснокаткинское сельское поселение, пока им только обещают. Да, это был у нас летом, сами знаете, чемпионат мира, огнестрельное запрещено. Мы заявку дали, у них охотник больничным. Вот в эту неделю, если не будет, в следующей неделе мы его ждем. Осень и весна у собак период гона, объясняют ветеринары. Они становятся агрессивными, даже если не загрызут насмерть, заразят инфекции. Если заразились бешенством, это опять-таки материальные затраты, потому что весь скот надо прививать. Если напало, допустим, на колхозное стадо, это все колхозное стадо надо прививать. И прививать не только мелкий рогатый скот, и крупный рогатый скот, и лошадей. За это лето только в Аксубаевском районе псы дважды нападали на стадо овец. Сбившись в стаи, они могут растерзать и лесных обитателей. С наступлением холодов собаки перебираются и в лес. Не боятся ни крупных лосей, ни клыкастых кабанов. В их рационе и зайцы, и птицы. Охотники из Зеленодольска в этом году заметно почувствовали снижение популяции лесной фауны. Шугали собак своими силами. Стрелять не имеют права по закону, это прерогатива муниципалитетов. Но возросшей численности бродячих собак виноваты и люди, говорят ветеринары. Приютив на лето на даче, потом четвероногие становятся никому не нужными. Анна Городнова, Марат Зайдуллин, Лилия Егорова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамский район, Казань.